Так, друзья, мы приехали на наш еще один юрточный кемп. Сейчас вам буду его показывать. Название я потом попозже напишу, потому что еще не запомнил. Красота вообще. Это еще такая погода для съемок, вообще просто супер. Солнца нет. Посмотрите, какой пейзаж. Еще раз покажу. Друзья, у меня, кстати, решилась проблема со стедикамом. Так что скоро все будет нормально. Там только надо вопрос решить, как звук крепить. И все. Сейчас я покажу свою юрту. Так, вот здесь мы будем ночевать. Вот эта юрта чуть-чуть побольше, чем та. По дороге мы проезжали вулканическую породу. Я все это вставлю, наверное, вперед этого видео. Все увидите. Очень интересно, очень интересное место. Здесь, кстати, очень много людей отдыхает, приезжает. Дорога, конечно, не очень хорошая, но людей очень много. Друзья, здесь идет постройка новой юрты. Я пришел этот процесс заснять. Ну, не непосредственно сейчас, а вообще. Вот составные части. Это верхняя называется тона. Так, удун. Сама юрта уже получается... А, это еще одну будут собирать. Вот видите, сама юрта здесь уже собрана. Осталось только войлок натянуть. Вот так она выглядит без войлок. Да, вообще пейзаж, конечно, шикарный. Здесь бы мне хотелось чуть-чуть подольше остаться. Но мы завтра уже поедем назад. Итак, друзья, снимаю процесс постройки юрты. 없는 요구 시험 들었으니까. 괜히 한번 데리고 있을 때. 토마토. 토마토는 이런데 엉크치 같고 뭐. 저 맛있네. 토마토. 예. 우리 렌즈 파티 이게. 엄마. 뭐 그렇게 가르쳐 산대가 있어. 그렇게 좋은 데 있어. Видимо, дождь собирается, что ли. Сейчас пока такая погода классная, пока нету солнца, тучи. Я хочу маленько на камеру еще поснимать, на телевик, чтобы это, ну, кадры красивые получились. Потому что в дневную погоду, когда сильный свет, ну, все равно не очень получается. Так что пойду сейчас на камеру снимать. Здесь место намного оживленнее. Здесь очень много машин, людей. По дороге видели купающихся детей совсем маленьких. Ну, тоже с родителями на машине приехали. Место более такое обжитое. Очень красивое, конечно. Напоминает здесь Бурятию. Сейчас покажу. Пейзажи такие же. Очень красиво.
Мне здесь очень нравится. Друзья, я у себя в Инстаграме, да, и здесь в Ютубе очень часто, может быть, повторяю одни и те же вещи, но и в документальном фильме все это будет проговорено. Но знаете, зачем все это нужно? Мы должны знать настоящую свою историю, как было все на самом деле, о репрессированных. Потому что история имеет свойство повторяться. Чтобы вот такая история не произошла с нашими внуками, не дай бог, детьми еще, да, правнуками, мы сейчас должны вынести уроки из этой истории. Тогда, ну, в 90-х не получилось, да, сейчас об этом пенять на кого-то, на тех людей смысла нет. Не получилось, все, вопрос закрыт. Главное сейчас сделать какие-то выводы. Те времена, друзья, прошли, теперь судить нам о том времени смысла никакого нет, надо жить сегодняшним днем. И в этом сегодняшнем дне, на самом деле, мы, поколение 80-х, 90-х, те, кому сейчас 30-летние, да, грубо говоря, очень много среди этого возраста активистов я заметил. Примерно мы все годки. И почему мы совершаем ошибки, почему мы между собой ругаемся порой, да, критикуем, как-то нелестно высказываемся, хотя на самом деле этого делать не надо. Я как бы со временем это понимаю, и люди тоже говорят, что это как бы глупо выглядит, особенно когда ты покинул родину. Если ты покинул родину, то надо уже вести себя достойнее, надо, ну, думать о том, что говоришь, что делаешь. И нет никакого смысла, конечно, между собой ругаться, собачиться. Поэтому те активисты, которые также наблюдают за мной, я вас всех призываю делать всем одно дело. А дело наше, я думаю, это, конечно же, независимость Бурятии. Потому что очевидно, что если этого не сделать, следующее поколение опять наступит на те же грабли, опять будут уезжать со своей родины, покидать ее. Это самое страшное, что может произойти. Ну, одно из самых страшных. Поэтому, чтобы этого не повторилось, нам нужно сейчас, в наше время, добиться того, чего мы хотим. И чтобы это было более эффективно, нам не нужно между собой выяснять какие-то отношения. Да, у всех разные взгляды, но цель, я думаю, у всех одна на самом деле. И смотрите, что я еще хочу сказать, да, про 30-летних. Мы, можно сказать, в каком-то смысле первопроходцы, да, то есть у нас нет никакой там преемственности, нам никто не может посоветовать, как быть, у нас нет там старших товарищей, которые там за 40, за 50, 60 лет, да, таких людей, кто бы пришел бы, сказал: нет, ребята, так не делается, надо по-другому, что-то посоветовал бы хорошее, нужное, да. Поэтому, конечно, мы сейчас набиваем все шишки, неправильно действуем, но все-таки методом проб и ошибок мы пытаемся. И еще один момент, да, очень важный. Дело в том, что почему мы, возможно, некоторые из нас косноязычные, либо не очень хорошо пишем, изъясняемся, ну, не можем как-то хорошо, путно сформулировать и донести мысли, да, потому что всю нашу интеллигенцию, всех наших представителей элиты в свое время, в 30-х годах, преднамеренно убили, понимаете? То есть нету никакой преемственности, нету никакого в этом плане у нас опыта, да. То есть вот с чистого листа приходится. Поэтому, конечно, и страх у многих людей, и вот это косноязычие, слова-паразиты и так далее, потому что и мне это тоже пишут, я задумываюсь об этом, думаю, может быть, не может быть, надо обязательно пройти какие-то курсы по улучшению речи, чтобы красиво изъясняться, хорошо, доступно. Конечно, я это понимаю, просто я никогда не думал, что, ну, как-то начну этим заниматься. То есть я, в принципе, и до сих пор хочу заниматься, на самом деле, съемками кино, но сейчас, в данный момент, вот занимаюсь этим.
Ну, пока я в этой теме, я буду, естественно, развиваться тоже в этой отрасли. Поэтому, друзья, я понимаю, что порой, наверное, да, общественности кажется, ну почему они какие-то там такие немного беспонтовые, да, все эти активисты ругаются между собой из-за какой-то ерунды, никак не могут друг друга принять, выслушать другое мнение, никак не могут объединиться, никак не могут красиво высказать. Нету вот таких вот героических личностей, которые бы вышли там, подняли бы народ там, да, на амбразуры. Ну, к сожалению, видите, никогда этим никто не занимался. Нету никакого опыта. Вы же видите, вот те поколения старшие, да, это же, которые политики, имею в виду, они же все полностью пролегли под Кремль. Они все полностью в политическом смысле импотенты, ничего, никаких решений они сами не принимают. Была, конечно, надежда на Мархаева, и, может быть, он когда-то сможет, но все-таки он уже человек в возрасте, и, ну, я так понимаю, тоже системный, и, наверное, он как бы за вот этот вот, за империю, да, за имперский проект. Я не знаю его истинные мотивы, я знаю, что он как бы отстаивал интересы бурят, представлял их всегда, делал это достойно, выступал и в Совете Федерации, и достаточно уважаемый человек. Но какие у него взгляды относительно независимости Бурятии, я, честно говоря, просто не знаю. Было бы хорошо, если бы он в нужный момент, конечно, поддержал бы, и его авторитет, думаю, помог бы в этом движении, национально-освободительном движении, да. Ладно, друзья, на этом хочу сегодняшний блог закончить. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи.